Фикер клубының широта общественным башлыбыз. Добрый вечер. Начинаем очередной вечер клуба Фикер. Клуб Фикер — это клуб думающих и умных людей, который основан в 2009 году. Мы приглашаем разных деятелей культуры, искусства, образования, чтобы пообщаться в неформальной обстановке за чашкой чая и обсудить те насущные вопросы, которые нас волнуют. Сейчас же нас, конечно же, волнует основной вопрос. Это вопрос сохранения родного языка, вопрос распространения татарского языка и популяризации его среди широких слоев не только татарского населения, но и других народов. К сожалению, складывается такая печальная ситуация, когда татарский язык вытесняется из школ. Уже татарский язык как государственно не преподается в обязательном порядке, к сожалению. Есть уже конкретные факты сокращения уроков татарского языка и преподавателей в школах. Есть уже некоторые судебные процессы. Татарстан, как регион, который давно славится своим межнациональным миром и согласием, к сожалению, в этой ситуации оказался в таком непростом положении, когда с одной стороны мы требуем изучения родного языка в равных объемах, с другой стороны некоторые личности, скажем так, которые не совсем адекватно воспринимают окружающий мир, начинают оскорблять татарский народ, татарский язык и вообще, например, тот же случай с Гаврилен, когда вы знаете, что уже назвали татары чаплашками и так далее. Вот такие случаи, к сожалению, происходят в нашем Татарстане, но, к счастью, есть люди, к счастью, есть понимание среди русской интеллигенции, то, что татарский язык должен в Татарстане преподаваться, что татарский язык имеет право на существование в образовательной системе. И одним из таких примеров является Павел Шмаков, который является директором школы «Солнце». Он является, я считаю, для нас всем примером. Он даже недавно вот сказал, что уже пора бы уже, видимо, с таблички ходить, что я татарин. Он в судах отстаивает право татар на образование на родном языке. Он как директор оставил в своей школе преподавание татарского языка, за что мы, конечно, ему благодарны. И, конечно, очень приятно, что понимание проблем татар есть и среди русской интеллигенции. Одним из видных представителей которой является именно наш друг Павел Эфенди. Вот. И, конечно, это очень важно в этой ситуации, когда татарская и русская общественность понимает, что необходимо вместе двигаться на пути просвещения, на пути прогресса. И когда мы вместе за одним столом обсуждаем наши проблемы, их уже, в принципе, можно вместе решить. И поэтому мы и вечер назвали «К единству через просвещение», потому что одной из важнейших проблем является необразованность нашего населения, то есть, к сожалению, малоинформированность по многим вопросам. И Павел Эфенди, насколько я знаю, ведет многолетнюю педагогическую, общественную деятельность именно в плане просвещения народа. Вот недавно они провели еще праздник Наурус. Вот, там дети выступали разных национальностей, говорили стихи, пели песни. Это, конечно, нас, татар, конечно, очень радует, что есть такие школы, есть такие методики образования. И мы решили сегодня об этом поговорить. В первую очередь, естественно, про просвещение. Вот, насколько я знаю, Павел Эфенди у нас был признан лучшим преподавателем в Финляндии в 2009 году. Не совсем так. Лучшим преподавателем одной из лучших школ Финляндии. Да. Так. То есть это дети голосовали, 500 детей голосовали. Да, дети проголосовали. Конечно, это большое достижение. И я считаю, что мы сегодня поговорим о различных проблемах, в том числе именно о татарском языке. Вот мы когда анонсировали мероприятие, мы сказали, что на вечере у нас люди узнают, почему вы все-таки носите татарскую тюбетейку и почему решили, вот идете к изучению татарского языка. Насколько я знаю, вот немножко уже идете в этом направлении. Вот. Павел Эфенди, вам слово. Начнем, наверное, с главного вопроса. Вот расскажите о себе, о своей педагогической деятельности, а потом уже перейдем к вопросу школы «Солнце». Да. Так что получилось, что у меня мама учительница, у меня бабушка учительница. И мама, и бабушка у меня учителя русского языка и литературы. Естественно, я с детства люблю русский язык, люблю русскую литературу, это у меня в крови, это я уже с самого детства. Когда я был маленьким, мама мне разрешала, когда я был в классе в 3-м, проверять сочинения, можно было красным карандашом ставить на полях
по палочке, когда ошибки, но оценки ставить было нельзя. Оценки она потом сама ставила. Вот. И я всегда считал, всегда считаю, что вот чрезвычайно важно, чтобы люди, дети учились с увлечением. Это вот, сейчас это коснулось татарского языка. Вообще это может коснуться чего угодно. То есть на самом деле чрезвычайно важно, чтобы ребенок шел в школу как на праздник. Вот это вот чрезвычайно важная вещь. Почему я именно об этом вот с этого начал? Потому что это то, что помогло мне получить поддержку, прежде всего детей и большей части родителей в моей школе вот в этом сложном вопросе. Потому что мы смогли сделать так, что у нас большинство предметов, в том числе татарский язык, преподается так, что детям это нравится. То есть можно другое стать во главу угла. Вот недалеко от нас есть город Саранск, там есть школа, которая по рейтингу 2-я в России. Первая в России, как наверное, легко догадаться, это школа, которой протежирует Владимир Владимирович Путин в Питере, 239-й лицей. Он называется президентский лицей. Но вы все понимаете, что школа, которая протежирует президент страны, она не может не быть первой. Это на самом деле хорошая школа. У нее вообще красивая история. Ведь до Путина она тоже была хорошей школой. До Путина она была хорошей потому, что они набирали класс, так называемый класс водоканала. То есть класс, куда набирали детей богатых родителей. Вот. Он был совершенно отдельно учился, а на эти деньги нанимали хороших преподавателей. Ну так вот. Так в этом Саранском лицее, что интересно, если, скажем, в Татарстане около 25 школ, которые находятся в топе лучших 500 школ России, то в Мордовии их две. Одна на 2-м месте, а другая, ну, где-то на 300 каком-то. Вот. То есть все деньги республики, образования, столько денег, сколько надо, идет в эту школу. То есть в эту школу приглашают неограниченное количество учителей из разных городов, из разных стран. Они правда хорошо учатся, но там дети учатся каждый день с 8 до 6 вечера. То есть там культ знаний. Вот я хочу именно обратить внимание, это хорошая школа, в которой культ знаний. То есть детей очень много и очень качественно кормят знаниями с ложечки. Вот. Есть такая пословица, что можно дать человеку рыбу, а можно дать человеку удочку, чтобы он научился ловить эту рыбу. Так вот, мы идем по другому пути. Мы идем по пути, что мы хотим, чтобы дети были обязательно увлечены чем-либо. Кто-то физикой, кто-то математикой, кто-то химией, кто-то русским языком, кто-то татарским языком. И вот если говорить про татарский язык, у нас и до всех этих ситуаций с татарским языком было в целом все в порядке. Но как только я вот летом в июле все это услышал, вот от нас в октябре требовали проводить собрания, во-первых, там нужно было написать, ты русский или татарин, попросту говоря. То есть деление людей. Мы в октябре собрания не проводили, в ноябре тоже. В эпоху, когда люди скандалят, собрания проводить не надо. Вот. А в сентябре мы спокойно поговорили до этого. И поговорили вот сейчас. То есть мы по другому пути идем. Мы убрали полностью домашние задания. Считаем, что в данный момент это не нужно. Мы поставили много красивых фильмов, детских мультфильмов, там еще каких-то фильмов. Дети много ходят, не знаю, в Казанский Кремль, в различные музеи татарские. Приглашаем много татарских, не знаю, там деятелей. В ближайшее время к нам приходит директор Института татарской энциклопедии Скандер Гилязов. Вот буквально я сегодня с ним переписывался. Он мог прийти 26-го, ну, 26-го. Другой человек приходит, он придет в начале мая. И вообще за эти вот полгода мне свыше 800 человек, человек 700 татар, так примерно, но добавилось друзья в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот. И вот мы преподавали татарский раньше так же, а сейчас мы стремимся к тому, чтобы для всех это было в удовольствие. Было несколько родителей, это, наверное, естественно, у которых была жесткая позиция отрицательная. Но, повторяю, родители, некоторые из них говорили своим детям, не ходи на эти уроки. Вот. Было такое. Что мы делали? Мы не ругали за это, не ставили плохих оценок. Но большинство детей веселятся и радуются, поставить какую-то татарскую постановку. Вот те, кто был на празднике Наурус, видели, там девочка Милена Цибулина вместе со своей мамой перевела в басню Крылова квартет, красиво перевели. И вот они на сцене ее поставили, эта постановка была на конкурсе, они взяли 2-е место по Казани, ну, удивительно красиво они все это сделали. Вот. То есть, и постепенно эти дети вернулись в классы. А родителям, вот какая бы у них жесткая позиция ни была, содержательная, для любого нормального человека счастье ребенка важнее его собственных взглядов. Это какая бы у него позиция ни была. И вот на этом мы и играем. То есть мы сделали так, что у нас практически все дети счастливы в школе. То есть они с удовольствием всем этим занимаются.
И когда дети занимаются с удовольствием, родители могут иметь иную точку зрения, но она уже не жесткая. Ну, у него одна точка зрения, у меня другая. Там я принадлежу, у меня одни политические взгляды, у кого-то другие. То есть это нормально. Вот я обращу ваше внимание еще вот на 2 статьи, может вы успели их увидеть, может нет. Буквально только что вышло 2 любопытных статьи. Значит, одна из них это, я очень сложно отношусь к радиостанции «Эхо Москвы», сложная. Но в любом случае, там было очень красивое и сильное интервью «Бизнес онлайн» Венедиктова. И там было про государственные языки. Вот очень красивая вещь была сказана. Причем это очень спорная вещь. Даже думаю, что, может, вы не все со мной согласитесь, но опять же, это не главное. Главное, мы за то, чтобы вот, преподавал на земле Татарстана, татарский язык обязательно был. Как всем надо учить математику, так на земле Татарстана всем надо учить татарский язык. А вот каким способом, тут могут быть разные варианты. Вот я только что прочитал, мне прислал Айрат Фазрахманов петицию. Я сказал, что я в любом случае ее подпишу, хотя я не совсем согласен. Подпишу ее потому, что я считаю, что татарский народ сейчас, ну, с ним поступают подло, его унижают. Так, я выключу с телефона. Я сейчас не могу говорить, чуть позже, извините. Вот. Ну так вот, я сказал, что в любом случае подпишу эту петицию, потому что я считаю, что я понимаю цели петиции, но там сказана такая вещь. Сейчас новые в ГОСе опубликованы, и там начального образования, и там сказано, что там разные варианты есть за то, чтобы родные языки были обязательны или в вариативной части. Вот. И вот там ключевая идея этой петиции, чтобы родные языки были в обязательной части. Это возможный вариант. Но есть несравненно более важная вещь, чтобы были государственные языки в обязательной части. Это чрезвычайно важная вещь. И еще раз, я не спорю, на родные языки могут быть в обязательной части, но принципиально смотрите, что получается. Если государственный язык в обязательной части, то его будут учить все, и русские, и татары. А если государственный язык в необязательной части, а родные языки в обязательной части, это, разумеется, лучше, чем если их вообще нет, без сомнения. Но по сути, смотрите, что получается. Получается, что для татар они будут обязательными, а для русских будет обязательно что-то другое. И пойдет еще больше, вот эта пропасть, которую прокуратура сейчас роет, она станет еще больше. Я повторяю, разумеется, это лучше, чем если все на свете будет в вариативной части. Но главное, за что надо бороться, это то, что написано в Конституции Татарстана. Это важнее, чем то, что родной язык будет впереди. В Конституции Татарстана написано вот про паритетное преподавание русского и татарского. То есть, ну, по сути, написано то, что государственный язык в государстве Татарстан, пусть у нас там федеративные отношения, но в любом случае это вот так. Конституция есть, и Конституцию отменять сложно. Если ее когда-нибудь будет Москва отменять, то это длительный, долгий, трудный процесс, и непонятно, чем он еще завершится. Вот. Поэтому вот я еще раз говорю, что чрезвычайно важно, чтобы именно государственный язык был в обязательной части, чтобы нас не делили на русских и татар. Вот. То есть я еще раз говорю, то есть вот я сказал, дальше будет написано вот не то, вот что было, значит, про родные языки, я все равно подпишу, потому что в данном случае я все равно буду вместе с татарами, потому что в данный момент с ними поступают подло, с ними поступают грязно. И вот в данный момент я буду поддерживать, даже несмотря на то, не совсем согласен. Но это вот чрезвычайно важное отличие. Вот делят нас или не делят. Потому что мы вот это же очень аккуратно объясняем детям. Потому что детям еще, когда они маленькие, им вообще без разницы, русский ты или татарин. Еврей ты или чуваш. Они любят друг друга. Вот. И вот это вот мы им и рассказываем всегда. Вот. Смотрите, еще какая любопытная вещь, которая чрезвычайно важна, о чем вот я вот пытаюсь говорить детям. О том, что если английский язык обязателен, то почему татарский язык не обязателен? Это красивый аргумент очень. Есть еще более далекий аргумент, более трудный, но более далекий. У меня есть ребята, которые хотят стать, например, там, литераторами, историками. Зачем? Они говорят, а зачем нам математика? Ну, в чем-то есть тут своя логика. Но мы же обязательно учим их математике, потому что мы взрослые, считаем, что математика это часть культуры. То же самое, у меня есть математические ориентированные ребята. Я говорю, мы эту историю терпеть не можем. Мы математика, нам нужна математика, физика, программирование. Еще важнее, пусть лучше будет больше программирования и поменьше истории и литературы. И опять же, мы как взрослые люди понимаем, что для культуры это необходимо. И вот для культуры людей, живущих здесь, понимаете, когда человек приехал в командировку на 1 год откуда-то из Пензы, здесь живет временно по контракту, можно ему дать особые условия на самом деле. Но для людей, кто здесь родился, для людей, кто здесь живет, это чрезвычайно обязательная вещь.
Есть еще очень важный, красивый аргумент. Вы, наверное, хорошо знаете, если не знаете, вот я сейчас скажу, может кто-то знает, что Татарстан был третьим в прошлом году среди регионов России, среди регионов по знанию, по результатам ЕГЭ по русскому языку. Третьим из 80. То есть о чем это говорит? А заметьте, часов русского было немножко меньше, чем сейчас. Это о чем он говорит? О том, что двуязычные дети лучше учат русский язык, чем моноязычные дети. Это принцип билингвизма. Я расскажу еще одну красивую вещь. Опять же, я говорю с вами очень откровенно, искренне, и возможно, кто-то с чем-то не согласится. Но я думаю, вы понимаете, что я в душу вкладываю то, что я пытаюсь сказать. Я вам расскажу о том, как в Финляндии сделано с языками. Там сделано так, как вообще вот, даже не обсуждается. Это трудное решение, но это тоже один из вариантов решения. В Финляндии дети изучают обязательно 4 языка. Они изучают финский и шведский, как 2 государственных. Вот. Кроме этого, они изучают еще 2 языка, любых. Как это сделано? Вот у меня дочка учится в шведской школе. Ну, мне больше нравится шведская школа, там меньше расизма. То есть финских школ их больше, и с Россией это же не сложно. Вы знаете, там эту советско-финскую войну там сложную, когда там имитировали, вроде, ну нехорошая война в любом случае. И кусок Финляндии забрали в Россию. Ну так вот, сделано так, что ребенок в 3 классе, в 5 и в 7 выбирает новый язык. В 3, вот допустим, ребенок учится в финской школе. Тогда он в 3 классе выбирает себе еще какой-то язык. Либо финский, либо шведский, либо любой. Там может быть, ну там тоже не любой, но там штук 5-7 на выбор. Русский тоже среди них есть. Обычно бывает английский. Вот моя дочка учится в шведской школе, и она в первую очередь выбрала английский. Вот у нее был 2-й язык английский. Правда, она была в финском садике, финский она тоже знала, я отдельно про своего ребенка расскажу, это интересная история. Но пока я говорю именно про языки. Вот смотрите, значит, финский ребенок во 2 классе, в 3 классе выбирает еще один язык. Как правило, это английский. В 5 классе он выбирает еще один язык. Это бывают самые разные языки. И вот дальше смотрите, но он обязан хотя бы 1 раз выбрать шведский. Тот, кто любит шведский язык, финский ребенок, он выбирает его сразу в 3 классе. И учит его 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тот, кто не очень любит, выбирает его в 5. Кто его терпеть не может, выбирает в 7. Но все обязаны выбрать шведский язык. То есть в итоге вся страна, немножечко в разной мере, но все учат шведский язык. Это двуязычная страна. Шведов всего 6%. Там периодически в парламенте ставится вопрос, может отменить шведский, шведов мало. Голоса делятся, но пока еще каждый раз за сохранение вот этого многоязычия. Потому что это тоже возможная модель для Татарстана. Я не говорю, что она обязательная. Но смотрите, разумеется, это еще меньше, чем 50%. Но что важно? Ведь можно про количество часов можно разговаривать. Очень важно, чтобы учили все. То есть вот это чрезвычайно важно, чтобы хоть в какой-то мере все живущие в Татарстане могли объясниться на самое минимальное количество тем. Теперь расскажу про свой опыт, потом еще, может, про дочку расскажу, а пока про свой опыт. Значит, в 90-х годах я был депутатом Казанского горсовета, я был сначала депутатом, через год я создал комиссию постоянную по милосердию и благотворительности. Вот. Одновременно создавалась комиссия в Верховном Совете, Фандастов Юрий создавал, а я в горсовете создавал. Очень трудно создавал ее. Когда было поименное голосование создания комиссии, 13 человек голосовало против. Из них был тогдашний мэр Казани Камиль Исхаков. С Исхаковым мы очень сильно спорили по очень важному для меня вопросу. В 96-м году я встретился с Шаймеевым и уговорил его. Я долго пытался с ним встретиться. Сначала моему ребенку с ним встретиться, школьнице. Только ребенок, вот она в театре к нему подошла и уговорила его, что он встретился со мной. Вот. И было постановление правительства, подписанное Мухаммедшиным, о том, чтобы создавался интернат для детей из деревень при нашей школе тогдашней. Вот. Исхаков тогда был в отпуске, он приехал и сказал такую фразу. Вот. Я отвечаю, что я никем доказать это не могу, поэтому говорю, что это лишь под мою ответственность. Он сказал такую фразу: я деревенских татар в Казань не пущу. В этом есть свой резон, если честно быть, он мэр города. Но для меня дети, они не имеют вот такого понятия, городской. Вот он приехал в Казань, хочет тут жить. И это нормально. Вот. И вот тогда ему удалось сделать так, что это постановление не выполнилось. Оно выполнилось сейчас, у нас сейчас и есть интернет. Вот. Так вот, я был тогда депутатом, и вот в 91 году мы создали постоянную комиссию по милосердию и благотворительности. И вот мы еще, ко мне я принимал людей. То есть я был депутат, у меня был прием раз в неделю, и ко мне иногда, редко, ну почти что один,
приходило человек, 15 в вечер, например, и вот всегда, как правило, была хотя бы кто-нибудь одна какая-нибудь бабушка, которая очень плохо говорила по-русски. И поэтому мы с несколькими людьми, там не я один занимался, добились того, что для депутатов Горсовета русских сделали курс татарского языка. Я его учил 2 года. Через 2 года я заговорил. Потом мне в этом помогла еще учительница, которая у меня в школе работала, Лариса Равиловна. Вот, она продолжала в колледже меня учить татарскому. Вот. И потом еще, значит, года, вот, в 94-м я заговорил, я говорю, с 95-го, потом я немножко помнил, но потом, вот я когда уехал в Финляндию с 2000 года, за 11 лет я его забыл напрочь. Я честно в этом признаюсь, вот, это плохо, но вот так, что на самом деле вы прекрасно понимаете, что Казань русский город, что в основном на улицах говорят по-русски, но сейчас немножко, чуть лучше, чем в 90-х годах, может быть, то есть говорят все-таки, но это несравнимо с татарской деревней, это вот так сложилось. Вот. И поэтому единственное, что я мог сделать лично для себя, я когда приехал сюда в 2011 году, уже полностью забыв татарский напрочь, я своей дочке нашел удивительную учительницу татарского языка. Это вот в 122-й школе. Через 3 года после этого она стала заслуженным учителем, служебным учителем Республики Татарстан. Я вспомню скоро ее имя, отчество, сейчас у меня вылетело из головы. Вот. Важно, что я приехал с дочкой, которая была в 3 классе, 3 класс был в 2-ю смену, и эта учительница водила с собой мою дочку и в 1-ю смену на свои уроки, она учительница татарского, и классный руководитель ее была. И вот у меня дочка через буквально год, она слушала татарские песни по радио, она мне читала татарские стихи. Она влюблена была в татарский язык, а вышла статья, я хотел захватить, забыл захватить ее. Вот. Про эту учительницу я статью написал Самигуллина. Вспомнил, скоро вспомню имя, отчество. Вот. И вот, к сожалению, в 5 классе стала и другая учительница. И это вот болезнь нашего города, нашей республики. Что, к сожалению, я считаю, в большинстве школ татарский преподавали плохо. К счастью, были прекрасные учителя, и вот я вот ее нашел тогда, и вот сейчас я постепенно, вот я повторяю, в 3-4 классе она свободно говорила по-татарски, в своем детском, но свободно говорила по-татарски. За 5-6 и у нее отбили это желание учить говорить по-татарски. И вот сейчас с 7-го у меня снова хорошие учителя, понемножечку это возвращается. Но это еще не вернулось на уровень ее 4 класса. И, к сожалению, то, что вот я переболел с ней вот этой болезнью, вот, с своим ребенком, я знаю, что такая ситуация в громадном большинстве школ Татарстана. То есть, разумеется, надо требовать и хотеть, чтобы все учили татарский в какой-то мере, но в не меньшей степени надо требовать улучшения качества преподавания. И прежде всего, не за счет чтения книжек и изучения слов. Надо, чтобы у нас редкостный случай, у нас практически 50 на 50 русских татар. Это легко быть в среде, где с тобой говорят по-татарски. Тебе 5 раз скажут, как здравствуйте будет по-татарски, и ты это выучишь. Ты прочитаешь на вывеске, там тут хлеб и экмек, ты тоже это легко знаешь. Ты там 7 раз споешь, и туган теле, мотор теле, и ты выучишь эту песню, она несложная. Там простые, красивые слова. Так вот, то есть в методиках, к сожалению, до сих пор еще в большинстве школ, большинство учителей учат татарский по учебнику. Это в Татарстане это не нужно. Учебник нужен вспомогательным материалом. Когда рядом сидит татарин, ты с ним обменяйся парой слов, который уже знает русский татарский, хоть немножко. У него наверняка, если мама не говорит, то хотя бы бабушка говорит. И вот это вот чрезвычайно важная вещь с моей точки зрения. Ну а самое главное, я вот с этого начинал, вот сейчас закончу, а дальше это будет вопрос, я буду сказать. Самое главное с моей точки зрения, это то, чтобы не поссорили наши народы. Потому что прокуратура именно это делает. То есть, и поскольку это очень горячая тема, это тема, которая у людей всегда вот там, они могут даже татарского почти не знать. А у любого татарина, там как у любого русского, русский язык где-то в душе, это в сердце. Это язык, это чрезвычайно важная вещь. Она вон там где-то есть. Она даже ты языка почти не знаешь, она все равно есть. Это идет от бабушек, от дедушек, от прабабушек. И вот самое главное, что, к сожалению, и среди русских, и среди татар всегда есть какие-то 5-10%, которые рады поругаться, которые рады сказать плохие слова друг про друга. Вот я вот это на сайтах постоянно читаю, с обеих сторон одинаково, хотя и тех, и других мало. Вот крайних мало, но как только начинается вот такая свара, в нее ввязываются люди более-менее нормальные. Вот, не знаю, вот вспомните, как мы с вами сидели там вот на этом круглом столе, да? Вот вроде начинается все мирно. Ну вот скажет что-то Михаил, вы что-то ответите, буквально через 10 минут разгорячаемся и начинаем говорить жестко. Начинаем говорить слова, ну может не матом, но грубо. Это вот при нас с вами было, понимаете, я это помню. Культурные люди, интеллигенция. И тем не менее это вот так. То есть очень легко перейти на скандал. И поэтому настолько чрезвычайно важно, чтобы нас не поссорили. Это вот
мне просто повезло. С одной стороны, у меня и мама, бабушка, учителя русского, с другой стороны, у меня папа русский, он свободно говорил по-татарски. То есть он родился в Казани, у него было полно друзей, и он мне рассказывал, как легко, я видел, как он говорит по-татарски. Вот. У меня дядя, некоторые, может быть, даже знают, вы же в Казани учились, его книжка «География татарского языка» выиграла 22 издания, Анвар Сафович Тайсон. Это моя русская тетушка, вышла замуж за Анвар Сафовича. У меня есть две двоюродные сестры, Лилия и Миля. Миля, она доктор философских наук, знает все европейские языки, татарский язык, еще все европейские языки, Миля Анвар Тайсона. Она доктор философских наук, лауреат государственной премии. Это моя сестренка, старшая, двоюродная. Вот есть у меня есть младшая, моя ровесница Лиля. То есть я очень тесно связан. Вот, Анвар Сафович это был удивительнейший человек, он тоже доктор наук, он географ, он защитился, когда ему было лет 40-50, потому что он ездил непосредственно по всему Татарстану, издал кучу научных работ, у него сотни научных трудов, а самый главный его труд – это маленькая голубенькая книжечка «География Татарской ССР», которая переиздавалась. И вот, то есть, мне самой судьбой велено вот так жить и так вот относиться ко всему этому. Вот. Дай Бог вам большое здоровья, понимаете, и долгих лет жизни. Вот это то, что вы сказали, чтобы не рассорить, это вы можете, это самый сильнейший аргумент, что это не в интересах страны, понимаете. Вот у нас в школе это получается. И вот это вы можете прям и в прокуратуре, и в суде это говорит постоянно, потому что в интересах страны надо сохранить. Ну теперь я еще пока скажу еще одну чрезвычайно важную для меня вещь. Я уже неоднократно говорил и Фариду и другие вам говорил кому-то. Еще раз скажу, потому что это чрезвычайно важная и моя проблема. Я думаю, на самом деле, проблема многих школ. Но для меня это просто самая больная проблема. Я очень прошу помощи здесь. Вы знаете, у меня прекрасная школа, у меня прекрасные учителя. И учителя татарского у меня прекрасные. Ну, скажем, самый лучший мой учитель, ей лет 40, это приятная женщина, у нее есть ребенок, который вырос уже давно, может ей 43 уже, ребенку за 20. Она только что родила, года два назад или 3 назад, у нее маленький ребенок. Она уроки отведет, очень хорошо отведет уроки, Александра Фаридовна, вот. А потом уходит домой к ребенку своему. И у меня нет кружков татарского, кружков. Что такое кружок? Это когда люди добровольно это учат. У меня есть кружки физики, кружки математики, кружки химии, кружки биологии. Вот. У меня есть кружки русского, но их мало на самом деле. На русский тоже трудно найти. А кружков татарского нет вообще. И вот я очень прошу, может вы кому-то расскажете, потому что мне очень нужно, не обязательно языка. Это может быть кружок татарской песни, это может быть кружок татарской драмы, это может быть кружок рукоделия какого-нибудь, это может быть на русском языке, но с внедрением какой-то немножечко там, как что называют. Это может быть музей, это может быть кружок, как они, чак-чак делают, что угодно. И вот я очень прошу, говорю, если каждый из вас хоть кому-то расскажет, то я думаю, это будет. И на самом деле, я думаю, это нужно во многих школах. Потому что на самом деле вот есть такой момент, что вы хорошо понимаете, что все, по большому счету все начинается с семьи. И в семьях, где вот удалось, так сказать, детей вот любовь привить, там все намного легче. А ведь жизнь такая, что если татарин живет в Москве, живет в Архангельске, вот у меня есть друг, мой ученик Айрат Бекбулатов. Он пишет по-русски, он говорит по-татарски, у него татарский ужасный. У него папа из Архангельска. Папа по-татарски вообще не говорит. Айрат учил его только в школе, он любит татарский язык. Когда он меня приезжал в гости в Финляндию, мы с ним пошли к финским татарам, и они не стали с нами говорить. Потому что у него некрасивый татарский. А у них там 800 человек осталось, их было 1000 100 лет назад. Осталось 800. Они очень так берегут. Если, скажем, парень, татарин вышел замуж, женился на финке, то он-то в этом обществе есть, а его дети нет. Ну, то есть, в этой точке зрения неправильно, но не суть. Важно, что они язык берегли. Вот опять, я говорю, может говорить не о том, что мне не нравится. Мне не нравится, что детей на планетарную не пускают. Не пускают жестко. Это некоторые такие арийские вещи уже идут. Но я повторяю, но то, что я язык сохранили, это здорово. Вот. Через много лет я сюда пришел, нашел кого-то в Конгрессе татар, я уже не помню кого, мне еще одна моя ученица помогла. Я когда пришел к ним с письмом, я был представителем Татарстана, они меня приняли с шикарным столом, и дальше все было хорошо. Но я про Айрата рассказываю. И вот в душе у него это есть. А вот он пишет и говорит по-русски. И у него это больная тема. Вот. То есть вот это я все к чему говорю. Потому что вот, может быть, любая тема может быть добровольной. Но мне вот чрезвычайно важно, чтобы вот у меня половина татар учится.
Из них половина татарского не знает вообще. Ну как, учит немножко, но он сам не знает. В сердце, я думаю, у них это есть. Но знать они это не знают. А четверть знает татарский. А кружков у меня нет. Хотя я пытался начинать. Но приходили, как правило, люди, которые, ну вот это вот знаниевая вещь. Я вам про Саранск рассказывал. То есть те, которые передают какое-то знание, а он передает любовь. Вот я вот глубоко убежден, что раз вы собираете свое свободное время, значит вы уж, по крайней мере, любите это. Не просто знаете и можете говорить, а еще и любите. Мне очень важно, чтобы такие люди у меня как-то оказались. Это я вам про свою главную болевую проблему рассказал. Вот. Да, у нас еще в гостях известный журналист Искандар Сиражи. Искандар, вы welcome to бірінші сөйлейтерсіз. Я вообще-то тоже пришел встретиться с господином Шмаковым, поэтому я здесь не думаю, что буду интересен. Искандару, я пока пользуюсь случаем, пока он сразу провал говорит. Ходите там в школу в четверг, в любой четверг. У нас по четвергам выберите время когда-нибудь, давайте спишем, созвонимся. Во-первых, можно встретиться и так просто поговорить, но просто по четвергам в 10 утра у меня встреча со старшеклассниками, это самое трудное. А в 12:30 встреча с младшими, то есть 4, 5, 6, 7 класс. И мне нужно, чтобы вот с ними немножечко, что-нибудь так светло, буквально минут 10, много тоже, чтобы это... У меня всегда собирается вся школа. Вот человек 50 с утра в 10, и вот человек 50 собирается вот в 12:30. Вот. И вот что-то немножечко, может, вы когда-нибудь поговорите, это не спешно, просто имейте в виду, что в четверг вы всегда рады гостям, вот, позвоните мне или напишите, и вот, ладно, просто вот, и опять же, и можно передать кому-нибудь. Это вот может преамбула к тому, что там потом по кружке, вот тут я их уже собираю. Я по кружку вроде бы уже нашел. Я вот как раз телефон, сейчас я с ним после встречи переговорю. Он здесь рядом только живет, вот в соседнем доме буквально живет. Зуфар Сафин такой певец есть. Он, кстати, я из-за прически вспомнил, потому что у вас точно так же, у него точно такие же вот волосы и точно так же поведение. Кстати, он очень похож. Вот я был удивлен, когда пригласили на Навруз. Ну, я думал, как сказать, ну, для чего-то, как бы обычно делают, для чего-то, ну, раз-два я общался, обычно выступают, на этом показывают, как вот знают татарский язык. Я был удивлен. Мы почти 2 часа, эта школа, их школа дала концерт, и потом мы когда и поют, и говорят, орыс малайларда, татар малайларда, и те, которые не знают, татары, не знающие татарский язык, даже, как сказать, но и то с акцентом, то без акцента, ну, как сказать, почти 2 часа шел концерт. Я был поражен. Навруз праздновали в полном смысле, как сказать, был праздник. И там участвовали практически, я думаю, в зале сидели, они поднимаются, вот так вот самое, и практически участвовали все те, которые там были. Ну, там было много народу. Спасибо, самое, и биг кунгелле, биг шаб был. И вот здесь обычно, когда вот говорится вот о преподавании, мне кажется, вот то, что вот приняли вот указание вот этого языка о необязательности, как называется там у них там, преподавание добровольное, да, добровольное. Практически это такое коварное постановление, очень с таким, как вот Артеменко старается, чтобы, кстати, вообще выгнать татарский язык, не русские языки со школы. Это сделано так. Ни одного предмета нет, который добровольно изучают. Все они обязательны. И вдруг, как сказать, и английский, и французский, и любые языки обязательны, а вдруг татарский язык не обязательный. И вот для этого, чтобы изучать свой язык, писать нужно заявление, это же такое унижение, это чистейшая дискриминация. Это вот открытые, как сказать, чтобы сказать открытое сказать, что выгнать татарский язык со школы, там прокурор возмутился на то, что, как сказать, опубликовали, что до 2 часов. Он говорит, нет, не до 2 часов, а 1 час. 2 часа там начали писать. А там, говорит, сказано было у нас, не 2 часа, а до 2 часов, то бишь 1 час. И вот, как сказать, вот это слово убрать, обязательность, добровольность, это убрали, практически этим самым они выгоняют полностью этот язык.
язык превращается в кружковую, как сказать, необязательную. Ну, сами прекрасно знаете, что такое, когда вот это дополнительное занятие кружковое. Это ни к чему не обязывает. И это идет, давно идет, поскольку экзамены выгнали, национальные языки убрали, назвав компонентом, национальный компонент, и историю, и язык убрали, и потом убрали из ЕГЭ, вообще только на русском языке. Это чистейшая идет дискриминация на языковой основе. Мне кажется, вот об этом надо все-таки обратить внимание. Вышестоящие уже открыто ведут ассимиляции народа. Это... Понимаете, когда вы говорите, что убрали, я не соглашусь, они хуже сделали. Они не выгнали, они унизили. Да, унизили. Это, в принципе, разные вещи. Понимаете, выгнать даже невозможно. Все равно будут говорить, ну, меньше, там еще как-то. То есть они, может быть, выгоняют, но не выгнали. А вот унизили, это уже точно. Понимаете? Да. И вот это главное. Да, дискриминация, да, унижение, да. Выгнать это они даже захотят, не выгонят. Это нужно многие столетия, чтобы тут что-то изменилось. А вот унизили, это уже быть. Есть интересный законопроект, который недавно предложили депутаты Госдумы там из Чечни, из Мариэль, Чувашии, Мордовии. Вот, несколько групп депутатов предложили. И получилось так, что по этому закону, если его примут, то татарский язык, не только татарский язык, все языки из образовательного процесса могут быть выгнаны. Там говорится, возможность изучения, обратите внимание, национальных языков, если это не будет мешать изучению русского языка. Вот. То есть, в данном случае мы можем попасть в такую неприятную ситуацию, да, вот это. И сейчас самое интересное... Национальные языки выгнали, а английский остается. Да, национальные языки, да, ну, национальные российские языки, а английский, он все-таки остается. Русский остается, английский да, ну, русский он как государственный. А вот все языки народов, они исчезают. Вот, они могут быть уже и выгнаны. Получается, если они в ФГОС отсутствуют, они будут отсутствовать, соответственно. Если они отсутствуют в ФГОС, значит, соответственно, здесь они останутся на уровне кружков дополнительного образовательного процесса, который там, это не будет финансироваться, как понимаете. И получается, мы имеем образование на уровне кружков, татарский язык на уровне кружков. Вот как раз этот закон сейчас самое интересное. Я вот сейчас, сегодня только сидел, изучал в интернете, выступили против даже наши депутаты. Даже наши депутаты в Госдуме. Ужас, насколько они осмелели. Да, осмелели. Вот выступил, я, говорит, не поддерживаю этот законопроект. Да? Вот, этот как раз. Вот. И Фарид Хайрулович тоже высказался, что как раз там, что не поддерживает данные, это не соответствует, мол, нормативам законности и так далее и тому подобное. Так что какой-то второй виток еще ожидается. Не знаем, вот если на этом этапе проиграем, то национального образования в России не останется. Вот это, буквально недели где-то назад, новая газета, да, вышла. Вот этот самый ФГОС, и уже там ведется работа. Корреспондент этой газеты зашел к Васильевой и говорит, я не знаю. А там, оказывается, кто-то ведет работу, изменение этого в ФГОС, и чтобы оставить один единственный учебник по русскому языку для всех классов, и потом изменить вкус преподавания национальных языков. Но там, говорит, был разговор, чтобы собрать всю комиссию, филологическую комиссию, как это называется по-другому там, филологическую комиссию, но без этой филологической комиссии вот эта группа вдруг решила протолкнуть уже без этой комиссии прямо к министру. Но министр говорит, я об этом не знаю, но я такое беззаконие подписывать не буду, она говорит. Но у нас все говорят, недавно выступила же это наша «Эхо Москвы», говорит, если Путин сказал, что они будут подписывать, он обязательно подпишет.
Вот так, вот в том же и Васильев сможет такое сделать, между прочим. Так, такая гарантия есть. Это уже было один раз. Она уже возмутилась тем, что такого не должно быть, да? Она за нас уже один раз, за национальные языки, она уже как бы выступала один раз, но в итоге национальных языков в школе не стало. Так, ну, стало, но, скажем так, очень мало стало. Вот. Поэтому это, если кто-то говорит, что у нас в России, если кто-то говорит, что дефолта не будет, обязательно надо готовиться к дефолту. Да? Вот точно так же, точно такая же ситуация. Если правительство обещало, что все будет хорошо, значит надо закупать гречку и макароны. Тозга Игорь, тоз. Вопрос может? Мен айтайын мен туғаннан мен көбірек яшьләр үшін айтамын. Менә бұл игекле, яғни добровольность, ол біріншіден Россия конституциясында бар, екіншіден Татарстан конституциясында бар. Чөнки Татарстан конституциясы 8-ші мандасында анда бик апачык әйтелгән. Татарстанда 2 тигез хукуклы дәүләт телләре, татар һәм рус телләре. Шулай булгач, безнең фикеребез, безнең позиция ул бик каты булырга тиеш. Әлбәттә, татар теле дәүләт теле буларак, ул укытылырга тиеш. Һәм бер ниндидән анда ирекле, добровольность дигән сүз булмаска тиеш. Менә сез добровольность көтәсез икән, сез Россия конституциясын үзгәртегез беренчедән. Чөнки анда ачык әйтелгән республикалар, алар дәүләтләр дип. Һәм шулай әйтелгән, аларның үзләренең дәүләт телләре бар. Шулай булгач, башта үзгәртегез конституцияны, үзгәртегез конституция төзелешен, русча конституционный строй. Аннан соң инде менә бу үзегезнең добровольецларны, прокуратураларны иң аяныч хәлләрсә, прокуратура үзе Россия конституциясын боза, һәм Татарстан конституциясын боза. Моны күрәк әйтәм, яшьләр өчен безнең позиция, безнең фикер шулай булырга тиеш. Ике дәүләт теле, шуларның берсе татар теле, һәм ул әлбәттә мәҗбүри укытылырга тиеш. Берниндидә монда булырга тиеш. Так, я причем вопрос задать, я немножко расскажу. Вот в газете я прочитал, татарин не тот, у которого предки татары, а татарин тот, у кого внуки татары. Такие глубокие слова я первый раз слышу, так просто очень сердце вошло, и так действительно правильно. Теперь вот такая ситуация. Вот я захожу в почтовое отделение, со мной на татарском языке разговаривать не могут разговаривать. Это к слову. Теперь второе дело, вот теперь законы татарского языка, значит, она вот в пределах республики, только это или по всей Российской Федерации, конечно, вопрос спорный, но я считаю, значит, хотя бы там в республике такой сделать самое. Это еще второй вопрос к вам. За консультацию, передачу обращались ли другие, значит, учителя, директора школы самые. И вот теперь месячник родного языка объявили, татарский общественный центр, это было такое. Теперь 26-го будет апрель, день Тукая, входит в вывеску, я разговариваю по-татарски. Вот я думаю, также мнение такое, если мы вот сами, вот так в обыденной жизни будем пользоваться только татарским, какой-то должен дать сдвиг, мне кажется. Если мы сейчас приходишь в почтовое отделение, я пришел, со мной разговаривать некогда, пришли 10 человек, там уже как-то найдут выход. Вот мое личное только мнение, я уже говорил, татарский, такой премиум для себя мнение. Вот. Я предлагаю... Вот поэтому я извиняюсь, вот за то, что товарищ защищает практически Конституцию и закон, его уже оштрафовали много-много раз. И вот после этого вот день Хатыр-Күнін, день памяти, я, оказывается, самое нарушил проведение, и в день памяти нарушил о родном языке, начал, вспомнили. Зато меня оштрафовали опять 10 тысяч. Вот сейчас завтра будет суд опять. У нас, как сказал Раис Сулейманов, мы татарское национальное движение задушим,
этими судами. Практически мы не можем заниматься работой, национальными вопросами культуры, да и все такое. Мы каждый день, неделю, несколько раз в судах. Вот завтра он идет, позавчера буквально я был, сейчас завтра идет. Вот оказывается, в день проведения 18 февраля в поддержку татарской национальной культуры была тема. Он, оказывается, вот это наше движение вышло за тему, выше тема. Вдруг начали говорить об изучении татарского языка. Национальная культура без языка бывает или нет? Вот и завтра вот должны вот в Приволжском суде защиту татарского вместо защиты татарского языка. При этом вспомнили развитие татарского языка. Татар теле дип әйтергә түгел, ә тукай теле дип сөйләшергә кирәк. Тукай теле тукай көнендә, тукай теле дип сөйләшергә кирәк, например. Тукай көнендә. Конституция бар, Конституцияны якларга кирәк. Вот. Так что начали говорить про суды. Расскажите, на какой стадии сейчас находятся ваши дела, что происходит сейчас, видите, вкратце в курс дела, что происходит. Давайте мы так сделаем. Я начну этот разговор, а дальше попрошу продолжить. Я повторяю, в нашей школе повезло, что у нас есть такой вот папа, двое дочек у нас учатся, папа юрист, и вот он очень сильно помогает в судах. Я скажу в двух словах, скажу свою позицию, а дальше будет содержательно, я думаю, Рамиль Шавкат лучше расскажет, чем я. Значит, смотрите, прокуратура, придя к нам, нарушила много что нарушила. Конкретно Рамиль Шавкат расскажет, что она нарушила. Я скажу в двух словах то, что я сам понимаю. Вот смотрите. Значит, когда сюда приехал генпрокурор России Чайка, он, значит, прокуратуру Татарстана заставил выполнять. Они не хотели поначалу, естественно. Там на самом деле много порядочных людей. Ну как, они порядочные, пока их не заставляют. Когда их заставляют, они уже забывают про свой порядок. Им просто больно, трудно, но вот они приказ выполняют, к сожалению. Но это такой орган. Вот. И вот они начали быстро выполнять приказ генерального прокурора. Настолько быстро, что они много чего нарушили. Они думали, что со страху никто возмущаться не будет. Я приведу маленький смешной пример на эту тему. Рядом с нами, вот у нас стоит школа. Рядом с нами слева стоит УФСИН, рядом стоит физфак, и справа стоит синагога. И все эти три организации, в общем, неплохие организации в чем-то, они все нарушают закон по отношению к нам. УФСИН имеет свое здание, построенное прокуратурой. 20 лет назад там были гаражи прокуратуры, построенные законно, стоявшие в 3 метрах от нашего здания. Когда прокуратура решила построить вместо гаражей шикарное 6-этажное здание, они сделали его, прислонили к нашему зданию в полуметре от нас. Это нарушено строительные нормы. Этого здания нет на карте, потому что архитектурное управление не давало разрешения на строительство. Прокуратура знает, что никто не будет возмущаться ее действиями. И это здание сейчас падает на нас. Они каждый год вкачивают фундамент, потому что здание построено не на фундаменте, а просто плиты положили. То есть они не копали туда. Они прямо, потому что рядом с нашим зданием сделали. Рядом стоит физфак. Это вот первое нарушение. Рядом стоит физфак. Тут рядом с физфаком, рядом с нами стоянка автомашин. Если вы вспомните это место, кто знает, где наша школа находится, рядом с физфаком, то тут в 200 метрах находится роддом. Я забыл, как он называется. Аба. Нет, там рождаются дети. Вот. Аба-клиник. Там рождаются дети. Нельзя, чтобы машины стояли рядом между домом. Нельзя, чтобы машины стояли рядом со школой. Но это университет. Им можно. Рядом стоит синагога. Тоже, в общем-то, наверное, хорошая организация. Вот. Но они, как они говорят, по случайности, построили пристрой на нашей территории. Вот все три нарушают закон. Это я к чему говорю? Прокуратура действовала точно так же. Они быстро-быстро все сделают, без соблюдения закона о прокуратуре. Они начали быстро проверку, не предупредив нас о проверке. Они пришли к нам, начали допрашивать детей, ну и много, а это нельзя делать без родителей. Они пришли в интернат и много-много чего нарушили. Вот. И, соответственно, они думали, что никто не возмутится. Они ведь не только по отношению к нам нарушили, они нарушили по отношению к тысячам школ в Татарстане. Но никто не возмутился, что они нарушили. Они не имели права без предупреждения. Они были хоть за день, хоть предупредить об этом. Они никого не предупредили. Вот они написали, что они смотрели наш учебный план. Они его не смотрели, он только у меня в сейфе лежит. Так уж получилось, что наш учебный план который в сейфе. Иногда он лежит все равно в некоторых школах, а иногда в сейфе у директора, он у меня лежит в сейфе. Они написали ложь.
И вот благодаря всему этому мы подали в суд. Эти суды идут, было уже очень много судебных заседаний. Вот. Судьи меняются, несколько раз судьи менялись уже, потому что, я думаю, многие понимают, что пройдет, не знаю, там, полгода пройдет, 2 года, но в конце концов на земле Татарстана будет другая ситуация. И те, кто делал неправильные решения, за это будут отвечать. И поэтому судьи не очень-то любят брать наше дело. И вот эти суды сейчас идут. Вот даже конкретно, вот сейчас я вот остановлюсь по Шураме Шавкату, сказать, о нынешней стадии. То есть сейчас идет обжалование в Верховном суде, потом мы пойдем в Верховный суд России, потом пойдем в Единый суд по правам человека. И в конце концов, потому что нарушений очень много, на каком-то этапе мы, разумеется, победим. Но что для этого очень нужно? Для этого очень нужно общественное внимание к этому. Я благодарен тем, кто приходит. Каждый раз бывает там от 20 до 50 человек. Вот. Но обратите внимание, если когда-нибудь придет 100 человек, это будет, судья примет другое решение. На самом-то деле, когда очевидна несправедливость, и в присутствии большого количества людей, судьи понимают, что это их карьера, когда они принимают очевидно несправедливое решение. Ну, дальше, вот я, Рамиль Шавкатович, прошу сейчас сказать о нынешней ситуации, может, просто вы расскажете. А то, прежде всего, это, мне думается, что важно сказать, как мы постепенно начинаем доходить до боссов, может быть. Ну, может быть, до обжалования. Ну, вот я вот вам слово передам. Потому что я не профессионал, я благодарен судьбе, что вот есть рядом профессионал. У нас значит, в работе 6 дел, связанных со школой, с Павлом Анатольевичем, параллельно. Вот. При этом 5 из них так или иначе уже были рассмотрены, 6-е вот, оно было приостановлено, будет возобновляться, наверное, примерно через месяц. Заседание будет назначено, мы возобновим рассмотрение. Из этих 6 дел 3 касаются конкретно Павла Анатольевича. Это реакция прокуратуры на наши иски. 3 дела по нашим искам, 3 дела по протоколам, постановлением прокуратора о возбуждении дел против Павла Анатольевича. То есть его за строптивость начали наказывать. Да? Возбудили дела. У мировых судей они прошли, значит, часть дел перешла из Вахитовского района в Московский район. В любом случае, по всем этим 3 делам, несмотря на наши многочасовые выступления, представление десятков документов, его привлекли к ответственности. Значит, нами поданы жалобы на эти решения, в районных судах они дальше будут рассматриваться. То есть первой инстанции по тем делам, которые возбудила прокуратура, они пройдены. По нашим искам, значит, по 2 делам первой инстанции пройдены, нам отказали в удовлетворении требований. Сейчас я чуть подробнее скажу, в чем наши требования были. И по одному из требований первая инстанция, по сути, вот, приостановила рассмотрение, ждали, как решится наша жалоба в Верховном суде. Вот, Верховный суд нам в нашей жалобе отказал. Сейчас, получается, 3-е дело по нашему иску тоже будет возобновляться. Вот. По сути, у нас пока 5 отрицательных результатов. 3 по должностному лицу, по директору, 2 по нашим искам, отказы. То есть действия прокуратуры, вот важно что отметить. В решениях не указано, что действия прокуратуры законные. В решениях указывается о том, что действия прокуратуры не имели тот характер, которые не являлись мерами прокурорского реагирования, которые ущемили права школы, чтобы требовало это судебного реагирования и защиты. Понимаете, вот это очень витиевато надо изложить судье, чтобы выскочить, а судья фактически не стала, судьи не рассматривают по существу дела, они не хотят давать официальных оценок. Они хотят по формальному признаку, что не было такой серьезной угрозы интересам школы, правам школы на самостоятельную организацию учебного процесса, значит, чтобы надо было суду вмешаться и все-таки рассудить, прокуратура нарушает или нет. Не перешла прокуратура какую-то разумную границу, она вроде бы как в рамках каких-то оставалась. Ничего существенного не произошло, вот что суд говорит. Понимаете, Верховный суд
в удовлетворении нашей жалобы отказал. Мы пока мотивировку не знаем, мы получим позже это решение. Ну, понятно, что мы эту информацию опубликуем, чтобы было понятно, к чему клонится. Но вот обратите внимание, что суды тоже одно время брали паузу и выжидательную позицию занимали, куда, ну, скажем так, как флюгер, куда сориентироваться. Мы вот, допустим, жалобу подали в январе, а в Верховный суд она поступила, в начале января мы подали, сразу вот после праздника, в первый рабочий день. А она в конце марта поступила в Верховный суд. Это 3 месяца почти держать жалобу, не пускать ее. А почему? Мы допускаем, что, возможно, была как бы установка до выборов, значит, не поднимать волну. Может быть и такое. Здесь вот все очень соприкасается тесно с политикой, поэтому мы, в общем-то, не особо чему-то удивляемся. Вот. То есть, что мы обжаловали? Мы обжаловали действия прокуратуры по незаконному началу повторной проверки. Дело в том, что они первую проверку вообще без оформления провели. Нам только результат сообщили и предписание о том, что вот нарушение законодательства, устраните, накажите заучей, значит, перекроите свои учебные планы, сократите, уберите обязательные татарские, добавьте, значит, часы русского языка. Вот. То есть вот в таком указательном тоне в школе предписали, а оформить-то ничего нормально не оформили, начала проверки официального не было. Написали лживую информацию, что есть, значит, недовольные, несогласные родители, опроса мнений нет, да, что этот учебный план исследован, когда у них на руках его не было. То есть вот подложная информация в самом начале приводит к предписанию в адрес школы, приводит к отчетности прокуратуры в республику о том, что мы обязали, приводит к выводам о том, что школа нарушает и официальные замечания сделанные, да, ну, это в кавычках называют замечания, и приводит к докладу на Госсовете о том, что есть одна строптивая такая школа. То есть вот в самом начале ложь, она, видите, как поднялась очень высоко наверх. И поэтому мы вторую вот эту проверку, которую затеяли через 2 дня после того, как мы только узнали о первой прошедшей, мы не знали о том, что она вообще произведена была. И вдруг через 2 дня начинается новая. А между проверками по закону прокуратуры должен быть месяц, не меньше. Потому что этот месяц дается на устранение нарушений, если они были. Или на ответ, что мы рассмотрели, но нарушений не нашли. Школа в установленный срок дала этот ответ. Прокуратура, не дожидаясь, новую проверку начала. А зачем? А только для того, чтобы получить учебные планы. Они проверку затеяли, чтобы задним числом выцарпать эти планы, силы изъять эти планы и приобщить к той самой первой проверке, чтобы ее законность наконец была, понимаете? Мы не ответили им, мы не дали им эти учебные планы, не дали им доступ к ним. За это Павел Анатольевич отдельно наказывает штрафами. Запрашивали данные на учеников и на родителей, контактную информацию, для того, чтобы их вызывать в прокуратуру и опрашивать по татарскому языку. Мы эту информацию им не дали, потому что это персональные данные. Они находятся под защитой закона. Понимаете? Вот за это сопротивление, то есть по сути мы им сказали, все, что вы запрашиваете, вы у других официальных органов можете получить. А персональные данные вы не объяснили, зачем они вам нужны. Вот. Не мотивировали. И более того, ваша проверка незаконна, так как она начата раньше, чем месяц после первой прошел. В общем, с самого начала неправильно все запустив, они все углубляют и углубляют эту яму, которую, ну, скажем так, в моральном плане они, конечно, себе яму вырывают. Хотя по результатам, вроде бы как они в гору поднимаются и наоборот, окрыленные успехами своими, могут быть довольны. Но извините, мы видим, как они в заседаниях выступают, путаются, как они врут и как судьи улыбаются и видят все это. Вот. И с другой стороны, к ним и до заседаний, и в перерывах люди подходят. Я думаю, им это даром не проходит. И они такую прививку, антипрививку против своей наглости тоже получают. Вот. Третье дело, которое последнее осталось не рассмотренным, это
дело о том, что прокуратура требования документов в школе направила незаконно. Вот, как раз информация об учебных планах, о персональных данных, о сертификатах школы, о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, вот, устав школы. То есть вся та информация, которая у них и так официально имелась, они раньше ее получали, либо она имеется у других органов. Есть конкретные нормы закона о прокуратуре, которые запрещают дублировать запрос информации. Если она у вас уже есть, зачем это делать? Есть же установка от высшего руководства страны административные барьеры, административное давление сокращать. И эти установки на местах не выполняются. Почему? Потому что дано сверху задание, которое на местах стараются перевыполнить. План не на 100%, а на 110 выполнить. Да? Может быть, меня заметят, если я выпрыгну, и где-нибудь запишут, и когда-нибудь мне это по кругу вернется. А о будущей своей жизни здесь, среди народа, ну, как-то не думают. Наверное, они себя с народом не связывают. Жалобы по всем делам, по всем отрицательным результатам, конечно же, мы подаем и будем подавать. Будем максимально в России, насколько это возможно, до вышестоящих инстанций идти, насколько это возможно по процедуре подавать в ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. Мы, конечно же, будем подавать жалобы и дальше. Вот. Но еще вот у нас осталась самая серьезная задача – это поставить, наконец, вопрос о этих ВГОСах. Федеральных государственных ладно, потому что последняя глава уже. Да. Я хочу немножко дополнить, буквально потому что было сказано. Вот есть очень интересный момент. Прокуратура давно бы могла к нам снова прийти. А вот снова с проверками они ни в январе, ни в феврале, ни в марте, ни в апреле не приходят. Потому что, как только что сказал Рамиль Шавкатович, я понимаю, нарушив один раз, потом после того, как они залезли со второй проверкой, это было снова второй раз, они в первый раз еще написали, что они посмотрели наши учебные планы, а они их не смотрели. И если они пойдут с третьей проверкой, они еще углубят эту пропасть, куда они залезли. Вот. И они сейчас дальше не лезут. И не лезут только потому, что получили некий отпор, некое сопротивление. Это я все к чему говорю. Мы как-то верим, что когда-нибудь либо на суды будет больше людей приходить, либо еще какие-то директора в суд будут подавать, либо учителя будут подавать в суд. И как только это сопротивление реальное снизу вот так вот чуть больше начнется, то станет больше шансов все это выиграть. Потому что, еще раз говорю, они уже развязали неправильные действия. И дальше, вот по нам пока ведь не идут. Они там дали мне, конечно, штрафы, но ведь они могли бы дать большие штрафы. Могли школу привлечь. Они могли школу не трогать. Могли школу, могли меня дисквалифицировать. Они делают, что от них требуют, но они при этом побаиваются. Значит, я сижу в суде как-то месяца 2 назад, мимо меня проходит мой ученик. Я работаю в школе вот уже лет 20, ну 10 тогда и 8 сейчас. У меня ученики в самых разных местах, в том числе и в прокуратуре. Он идет, сказал привет и пошел дальше. Потом возвращается обратно, когда его друзья там, то ли на улицу, то ли еще куда-то. Один подходит, ну, говорит, Павел Анатольевич, как дела-то у вас? Я ему коротко рассказываю. Я, говорит, работаю в прокуратуре города. Вы, говорит, не беспокойтесь, все, говорит, наши за вас. Это, говорит, сверху давит. Это работник прокуратуры города. Понимаете? Мой ученик, которого я хорошо знаю, который раз там в пару лет приходит ко мне чай пить. И он не один такой. То есть, понимаете, на самом деле, вот это вот действие, если аккуратно, вежливо и конкретно с ним спорить, то все-таки у нас, слава богу, пока не 37-й год. То есть, если противодействовать, то противодействие успешным получается. Ведь меня, например, оштрафовали за то, что уже не первый раз, за то, что у нас там нет спортзала и столовой. То есть за татарский, а заодно еще и за это. Ну, чтобы хоть там проявить, показать имитацию бурной деятельности. Но при этом, при всем, у нас активно строится новое здание. Начальник ГРАНО меня приглашает, сейчас он стал замминистра, и говорит, ну как, учебный план-то у тебя до сих пор, может мне отдашь? Я говорю, ну зачем? Он у меня лежит, проблем нет. Ну, ты прав, на самом деле. Разумеется, это без записи, не в его кабинете разговор идет. То есть, вот у меня вот был вопрос задан, и опять же, вот насчет вот этого, как бы, что другие люди говорят, учителя и директора. Мне часто звонят другие директора.
они извиняются. Они мне благодарят, понимаете? Они сами побаиваются за свое место, ну кто за что. Вот. Но тем не менее, вот поддержка чувствуется громадного количества людей. То есть мне в друзья добавляют учителя других школ, звонят директора, звонят депутаты. Я не буду называть имен, потому что это не очень правильно будет. Но мне звонок даже от самого верхнего эшелона, то есть начиная там вот с депутатов Госсовета там, и всяких наших верхних руководителей, был не один, не два и не три. Ну, наверное, 7-8 звонков было. От самых разных людей. От людей, которые в Госсовете проголосовали, то, что язык был необязательным. Но им стыдно. То есть нельзя сказать, что у них совсем... То есть, ну, они поступили, с своей точки зрения, там плохо, но они-то ведь считают, что они как-то так, ну, много добра в другой области делают, там Татарстан больше денег из России приходит. Но всегда какие-то отговорки, в чем-то правильные, в чем-то нет, они есть. Самое главное, что по большому счету, вот все то, о чем мы сейчас говорим, поддерживает большое количество людей. Вот. В том числе далеко не только татары, на самом деле. Я вот еще обращаю ваше внимание вот на это интервью Венедиктова. Вот. То есть многие люди это поддерживают. Ну и теперь вот просто вот про будущее уже. Начали про ВГОС. Да, про ВГОСы. Понимаете, есть процессуальные требования к подаче административных исков. Если мы обжалуем нормативный акт, надо доказывать, как нормативный акт нарушает права конкретного юридического лица, допустим, да, или физического лица. И общие рассуждения, они здесь не очень подходят. Суды как раз просто смотрим практику и видим, что суды очень легко отказывают в удовлетворении исков, как раз ограничиваясь. То есть надо доказывать две части. Нарушение законодательства и что благодаря этим нарушениям произошло ущемление прав, какое-то их ограничение. Если ущемление не доказано, то вторая часть по нарушениям в принципе не исследуется, если права как-то не пострадали. И по представлению, которое прокуратура направила в школе, она когда поняла в судах, мы когда ее постоянно выводили на чистую воду, она поняла, что его применять нельзя. Они предписали наказать заочно, но проверять и контролировать не стали. Они предписали сократить часы, но проверять и контролировать не стали. Понимаете? И за неисполнение этого представления школу не наказывают. Хотя по статье 17.7 Кодекса административных правонарушений они могли бы приостановить деятельность школы до 90 дней. То есть они в этой части побаиваются. А почему побаиваются? В том числе потому, что если они применят эту норму, то они применят в ГОСы. Федеральные государственные образовательные стандарты. И именно те нормы, которые исключают преподавание государственных языков как обязательных. Понимаете? То есть они специально бездействуют, чтобы в ГОСы нигде не проявились. И вот мы именно по делам, по которым Павла Анатольевича наказывали, его наказывали за то, что он после первой проверки продолжил преподавать, организовывать в школе преподавание языка татарского в больших объемах, с обязательным статусом. И, скажем так, изучение русского языка особо там не вдавались в суть, в общем, упор на татарский, да, был. Его наказали, и, наконец, мы добились того, что 12 марта судья все-таки сослалась на ВГОС. И теперь у нас есть конкретный человек, который от применения этих ВГОС пострадал, должностное лицо. И мы со ссылкой на то, что в конкретном судебном деле были применены эти федеральные государственные образовательные стандарты, и возникло сомнение, а были ли они правильно применены, готовым иск в Верховный суд России, это будет первая инстанция. То есть, так как это нормативный акт федерального уровня, он, конечно, не такого серьезного уровня. То есть, если возьмем Конституцию, да, возьмем федеральные законы, возьмем постановление правительства, а в ГОСы утверждены приказом Минобразования, который, извините, на 4 уровня ниже. Понимаете, вот какую силу это нормативный акт. И тем не менее на всю страну он распространяется и так применяется. И вот мы, Верховный суд, все-таки это федеральное ведомство издало этот акт. Мы, Верховный суд, готовим иск. У нас уже есть обоснование нашей позиции, порядка 6-7 листов со ссылкой на Конституции России, Татарстана, действующие законы, на судебную практику, то есть это постановление Конституционного суда России 2015 года как раз по поводу объемов
преподавания татарского языка. То есть мы на это ссылаемся и будем говорить о том, что нарушено право конкретного должностного лица. Его незаконно привлекли к ответственности, применив эту норму. Изменить эту норму, чтобы мы могли доказать, что человек ничего не нарушал. Вот. И мы этот иск публично разместим, чтобы по поводу него могли высказаться другие люди, специалисты, и в том числе и юристы, помощь других юристов тоже, в принципе, рады получить и ожидаем. Это не только наша тема, это общая тема. Пусть свои мысли полезно выскажут. У нас времени не так много, то есть нам осталось еще 2 месяца для того, чтобы иск подать. Время у нас есть, мы его подадим и поднимем этот вопрос, наконец, на федеральный уровень. Пока мы в республике вращались. Вопрос можно? Законные акты. У нас же есть, да. И потом нам говорят же, вот это Конституционный суд, он уже устарел, после этого ФГОСы поменялись, да. Но дело в том, что конституционное решение Конституционного суда, это же надзаконный акт. И его ничем больше уже заменить нельзя. Он не меняется, он навсегда остается. Если даже новое решение какое-то было принято, то решение не отменяется. Значит, соответственно, почему вот нам тогда постоянно говорят, так это после этого ФГОСы менялись, значит, ФГОСы неправильные вас приняли тогда, получается. Вот именно ФГОСы, да. Чтобы отклоняться от этого постановления Конституционного суда. Вот, да. Почему? Я в Йошкар-Оле был, там приезжал прокурор. Артеменко приезжала в Йошкар-Олу, то есть это советник Путина, который по национальным вопросам, которая приняла эти ФГОСы. То есть прокурор выступил как? Сказал, то, что здесь началось в этой Йошкар-Оле, вот так и будет. Если добровольность, изучение, собрали всех учителей и все. Я, говорит, вам разъясню, говорит, как надо, как положено, то есть что такое ФГОС, что такое это. И нарисовал таблицу, ну там, то есть они как бы около этого закона. Я выступил, сказал, Артемий сказал, вы, говорит, жалуетесь в ООН, в ЮНЕСКО о том, что уничтожено национальное образование. То есть мы уже писали письма в ООН, в ЮНЕСКО на русском языке. До нее дошло все, да? До нее дошло. До нее дошло, и вот она, у нас, говорит, в России, говорит, ни один коренной народ не исчез за время Советского Союза, вот так он начал это. И когда я выступил, я сказал, что национальное образование в Татарстане уничтожено, что мы будем писать уже на английском языке, то есть в ООН, в ЮНЕСКО. И я звонил в Женеву, что там интересно, там русское отделение есть. Вот. Она мне на чистом русском языке сказала, вы, говорит, заявляете, что уничтожено национальное образование, это, говорит, у нас, говорит, другие сведения, это, говорит, не может быть такого, говорит. Вы, говорит, принесите нам доказательства, приведите, то есть обращайтесь в суды, что у вас нет национального образования. У нас, говорит, коренные африканские народы в слаборазвитых странах имеют 4-классное начальное образование на родном языке. Почему, говорит, у вас нет? Говорит, не может быть. Шамиль же сказал татарам, хватит. И вот последнее письмо пришло, пишет, что вот это то же самое. Путину писали. Поточнее, скажи, поточнее. А когда будет суд? Когда будет? Следующий суд когда у вас? Мы ожидаем назначения возобновления дела, пока информации нет. То есть мы в режиме ожидания проверяем информацию на сайте. Вот смотрите, мы, во-первых, публикуем это у нас на сайте, в нашей группе ВКонтакте. Во-вторых, я всегда сообщаю Фариду Абе. Если хотите, если вот сейчас напишите нам мне телефоны какие-то или координаты, мы можем лично сообщить. Только тогда напишите, дайте, я у себя это оставлю. Потому что когда перед последним судом мы вот обзвонили по тому списку, который был на одном из судов. Если кому-то надо, чтобы вы лично позвонили, мы позвоним. Или дайте свой электронный адрес. Дайте информацию, куда сообщить. Я делаю 2 вещи. Сообщаю в группе ВКонтакте, в нашей. У нас есть группа «Школа Солнца». Вот. Во-первых, вы можете туда просто подписаться. Она называется «Казанское солнце». Очень простое название.
Если вы ВКонтакте подпишетесь, там регулярно вот про нашу школу, но про суд повторяется всегда несколько раз. Это важно. Да, я в 3 месяца сообщаю всегда. В группе «Казанское солнце». Я сообщаю в группу «Татары и татарочки», но они сообщают обычно в день суда, буквально. Они сообщают, но так, что как-то вот, мало кто успеет узнать. Нет, но они сообщают. И Фаридабу я всегда сообщаю. Если надо, говорю, мы можем, дайте нам телефон, WhatsApp, там еще что-то. Нам не трудно сообщить. Можно вопрос? Да. Прокуратура же нарушает вот это постановление Конституционного суда 2004 года. Явно нарушает. Почему она игнорирует так? Явно игнорирует. Не видит это постановление. Ну, она, я полагаю, опирается на молчаливое не сопротивление суда, то есть суд не приструнивает. Если бы суд с самого начала явно школу поддерживал, да, не знаю по каким причинам, по причинам просто совести, по причинам установки, спущенной сверху. Но если бы суд в качестве преграды выступил, прокуратура бы поменяла свою позицию, поменяла тактику. Они подстраиваются, скажем так, находятся всегда в струе. Пока струя такая, пока им позволено другими, ведь это не те люди, которые решают в действительности, что будет. Они всего лишь инструмент. Они исполнители, причем иногда излишне ретивые исполнители. Я не считаю их самостоятельным органом, поэтому, наверное, вопрос не совсем к прокурору. Может, у кого еще вопросы? Вот у меня очень важно. Ну, хорошо, ребята, я очень прошу, вот сейчас идет вопрос в Следственном комитете по особо важным делам, Гаврилетка, все вы в курсе дела. Вот много жалоб было. И вот до сих пор, вот сейчас я вам хотел, вот это 2 ноября выступление по интернету, оскорбление татарского народа и языка, это передано. Вот, а в феврале только возбуждено уголовное дело. Вот по времени, как до сих пор вопрос решается. И вот я думаю, что общество выступает очень много, и думаю, что и в будущем, я думаю, что мы всегда поддержим их. Вот. Спасибо вам за ваши труды. Я хочу подчеркнуть, мы сейчас не на митинге. То есть те вопросы, которые касаются каких-то других вопросов, давайте мы их рассмотрим в другое время. Сейчас у нас конкретный гость Павел Афенди Шмаков и его школа солнца. И давайте немножко по делу. Предлагаю вопросы задавать, какие-то сторонние темы мы обсудим в другое время, в другом месте, Алла верса. Райля Бэйя. У меня вопрос, наверное, больше к юристам. Если действительно вопрос, вот, допустим, пришла, так сказать, и нагрела, и нет, так сказать, предупреждения, разве не может ваш фактор просто их выгнать? Почему их пустили в школу? Его не было. Они имеют право входить при предъявлении удостоверения в помещение проверяемой организации. И у них, к сожалению, не четко прописана обязанность, в какой форме они доводят о своей проверке. Значит, мы добились сейчас того, что они оказывают свои проверки, уведомляют письменно, решение не показывают, но хотя бы короткое сопроводительное уведомление дают о том, что вот имейте в виду, проверка начата. Под роспись хотя бы они это отдают. Но если напористость не проявить принципиальность, то они всегда смогут сказать: мы устно сообщили о начале проверки, ее начали, а после того, как мы сообщили, у нас права есть. Понимаете? И с этим очень сложно спорить, потому что пока в этой части еще не очень хорошо сформулирован закон. И еще надо иметь в виду, что с марта прошлого года, вот уже почти, уже больше года прошло, как изменился закон о прокуратуре, они раньше еще меньше были обязаны, еще меньше у них были связаны руки. Сейчас хотя бы есть, что с них требовали. Раньше даже этого не было, понимаете? Пока небольшую паузу, я хотел бы, сегодня у нас татарское гостеприимство, мы хотим вручить небольшие подарки. В этом году, 2018, исполнилось 140 лет одному из самых видных лидеров татарского народа, Баяз Хаки. Это писатель, общественный деятель, политик, который, к сожалению, в 1917 году был вынужден эмигрировать из России, потом жил в Японии, в Турции, в Польше, в Германии, где только он не был. Это человек, который всю жизнь объединял татар, издавал газеты в
Ездил в Японию, там издавал газеты. Ездил в Японию, там в Польшу, там издавал газеты. Человек всю жизнь, который стремился к объединению народа, стремился к просвещению. Вот у него даже цитата вот знаменитая есть, мы даже свою газету ее разместили. Читайте, люди, читайте и думайте. Моя главная цель – показать истину, заставить вас немного задуматься, приняться, наконец, за службу родной нации. Я считаю, великие слова великого человека. 140 лет ему недавно здесь, вот 23 февраля исполнилось, но, к сожалению, он опять у нас не ко двору пришелся, и каких-то официальных больших мероприятий проведено не было. Вот только вот Союз татарской молодежи Азатлык своими силами мы издаем такие календарики, проводим различные мероприятия. И хотелось бы подарить вот Павел Эфенди вам две книги, одна на русском языке, Нищенко и Мулла Бабай. Кстати, последний написан именно в Финляндии. Вот. А вот эта вот вторая книга, это от нас на память, это публицистика. Он очень сильный публицист, между прочим, очень хорошие, мощные у него статьи журналистские. Здесь 15-16 годов, когда он еще в России был, здесь про Тукая много интересного. Я думаю, вы изучите татарский язык и обязательно их прочитайте. Хотим вам на память вручить эти книги. Молодец. И ваш вместе с вами Рамиль, сізге менә Зөлфат Хакимның «Кайда син Атилла» аталган китабы бик көчле әсәрләр. Минемчә, менә әле Камал театрында «Бармы ришвәттән дәва» дигән спектакль үзе. Шунда барып кайтырга киңәштә бик көчле әйберләр. Зөлфат Хакимның бу китапны сезгә бүләк итәсебез килә. Мы выпускаем вот такую газету, газета «Тюркский взгляд» называется. К сожалению, пока не часто выходит она, но она стремится к объединению тюркских народов в России, потому что в России очень много тюркских народов проживает, а, к сожалению, информационное пространство такое достаточно разветвленное, то есть нет единого органа печатного, где бы рассказывалось о традиции, культуре тюркских народов. Мы вот стремимся к этому вот путем вот нашей газеты, хотим несколько экземпляров вам подарить. Спасибо. Ну, кроме этого, как я сказал, у нас в гостях Искандер Сиражи, который выпускает свою замечательную газету, называется «Сиражи Сюзе», вот мы вам раздали, достаточно хорошая информативная газета, я думаю, тоже с удовольствием прочитайте. А сейчас я предлагаю перейти вот к таким вопросам, какие разного рода, и абы, Рахим Текфисин, поскольку у нас уже, допустим, время на обучение татарского языка мизерное, да? Нельзя ли вот методики, если новые методики перейти полностью, первые 3 года обучения, допустим, вот как бы сказали, только на разговорную речь, грамматику вообще не трогать, алфавит можно там немножко давать там. То есть первые 2 года обучения только разговорная речь, и потом вот, в течение 3 лет это все ученики, независимо, они способны, не способны, все свой татарский язык. То есть, это не только татарский язык, это тоже можно перейти даже английский, да. Но английский там методика утверждается в Москве, это невозможно, конечно, там не дадут такой. Но если методика утверждается у нас в республике, это можно сделать. То есть, не мучить детей этим грамматикой, орфографией, там, фонетикой. Только разговорная речь первые 3 года. Потом можно постепенно, можно и грамматику давать, и все остальное, да, в старших классах уже. 9-й, там, 10-й. То есть первые 3 года только разговорная речь. Это быть и преподавателем, и, как бы говорили, учеников тоже не будут отпугивать. Все с удовольствием будут учить, независимо от того. Правильно? Вы абсолютно правы. Вот, мы об этом говорили много лет. И впервые, вот в августе 2017 года, министр образования тогда был еще другой, вот, хорошо вам известный, вот, он впервые сказал о том, что нужны коммуникативные методики. До этого в течение многих лет. И на самом деле в Татарстане проблем думалось, что нет. И было много денег на это выделено. Эти деньги раздавались многим людям. Было написано много учебников. И значительная часть была не очень хорошая. Вот. И вот это шло именно на буквенном, на изучение букв, звуков, не знаю, там, слов, выучивание слов. И еще, представляете, дается русскому ребенку учебник, и там все пояснения упражнений тоже на татарском языке. Но когда русский ребенок, русский мама, папа, ну что он поймет в такой книжке? То есть, естественно, надо коммуникативные методики. Но этого надо добиваться. Это еще одна вещь, которой надо добиваться. Потому что среди татар есть много людей, которые считают, что татарский надо учить по книжкам. Очень много людей. А действительно, в нашей республике, я абсолютно с вами согласен,
нужны коммуникативные методики. Методики основаны прежде всего на разговорах, прежде всего на песнях. Я вам приведу маленький пример. Вот я жил 11 лет в Финляндии. Вот в Финляндии все дети к 7 классу свободно говорят, кроме финского, свободно говорят по-английски. Дело в том, что если, например, в России хороший английский фильм пришел, его тратятся деньги, делается перевод. И мы слышим русскую речь. Вот фильмы, кадры оттуда пришли, а речь русская. Они пошли в 70-х годах, пошли по другому пути принципиально. Они не переводят, они делают субтитры. То есть вы слышите живую английскую речь, а если хотите, читайте то, что написано. И при этом дети, особенно дети любят мультики. У них гигантское количество хороших мультфильмов, ну, по-разному хороших, но в любом случае это иностранные мультфильмы. Громадное большинство английских. И они слышат живую английскую простую речь в мультиках, которые для 5-летних детей. Там слов-то мало. Там показывают пальцы, типа, иди, кидай там, мы с тобой. И рядом перевод. Они начинают читать, они простые вещи понимают, а слышат ушами. То есть это абсолютно правильно. Я повторяю, это впервые, вот за последние, вот с 90-х годов, 10 лет в том веке и 20 лет в этом, впервые за 30 лет министр об этом сказал. Я не знаю, что скажет об этом новый министр, нынешний министр. Это абсолютно правильная вещь для нашей республики. Скажем, вот если учить английский язык, это уже не столь очевидно. Ну там сложнее ситуация. А здесь, когда много татар рядом, то надо прежде всего петь легонькие песни новогодние там, с 4-летними детишками, когда Новый год. Спели песню на татарском 15 раз, а дети любят петь песни. С простыми словами. А потом ее тебе рядом сидящие все переведут, и ты уже запомнил там до 15-20 слов. Вместо того, чтобы выписывать на бумажку 15 слов и их учить. Это тоска. Дети это не любят. Взрослые так учить могут. Они понимают, надо выучить то-то. Они люди серьезные, обязательные, студенты можно так учить. А детей нельзя так учить. И это, к сожалению, то, вот по какому пути. Денег было много, татары вроде и так знают, а русские, вот пускай по книжкам учат. Это был совершенно неправильный метод. Вы абсолютно правы. Но вот этого надо добиваться. Это еще одна вещь. Надо говорить не только о возвращении татарского языка, надо еще говорить о правильных методиках. Потому что методики были неправильные. По всему Татарстану. Не, разумеется, были отдельные хорошие учителя. Их, к сожалению, как по физике мало, так и по татарскому мало. Кстати, не по этим методикам обучали, они просто убирали их, а когда приходила проверка, наверх... Хорошие учителя действовали правильно. Но, к сожалению, хороших учителей по любому предмету мало. У нас в 5 институтах нет конкурса. Если в Финляндии, например, вот, там учителя получают зарплату на уровне промышленности, я жил в Финляндии, получал зарплату 3000 евро. 3000 умножьте на 70. Вот вы получите там 200 тысяч рублей. Здесь у меня зарплата сейчас 40. 35-40. Принципиально другие вещи. У них по-другому учителя работают. А наши учителя, к сожалению, по всем предметам так работали. У нас нет престижа профессии учителя. Это, ну, повторяю, я сейчас не про престиж, это отдельная ситуация. А про то, что надо отдельно добиваться, писать. Вот когда вот вы говорите про возвращение татарского языка, про обязательность татарского языка, надо всегда писать про разговорные методики, про коммуникативные методики. Надо больше говорить, больше петь песен, говорить в старших классах. А с маленьким вообще надо песни до прибаутки, до всяческие пословицы татарские учить. Это легко и приятно. Пословица, там, не знаю, там 4 слова, там, где 6 слов, ее выучить легко. Она веселая какая-нибудь. Это вот, я просто полностью понял то, что вы говорите, но этого надо добиваться. Мы продолжим, Кюнга. Вопрос был, вы сказали, давят там откуда-то из Москвы или здесь правительство Татарстана? Давят из Москвы. Ну, просто прокуратура орган военный. И когда они офицеры, вот к нам приходит Лилия Рауфановна Габдуллина. Как ей не стыдно перед своим папой Рауфаном, она главное действующее лицо, она душу вкладывает в то, чтобы задавить татарский язык. Понимаете? Вот вы знаете, вы, наверное, многие смотрели пьесу Шварца «Дракон». Это такая популярная вещь. Вот. И вот там в конце вдруг выясняется, что ну, какой бы начальник ни был, они будут ему поклоняться. И вот он спрашивает, ну а ты почему? Меня так учили, а меня так учили. Так почему же ты скотина? Это словно, я просто из фильма. Так чего же ты скотина? В этой школе подлости был лучшим учеником. Понимаете? Вот прокуроры тоже разные есть. Вот одни, как тот, который вот я вам рассказывал, другие тот, который вот, ну, полагается, вот что-то делает. А вот есть люди, которые душу вкладывают в грязные вещи. Понимаете? И вот это самое страшное. Она казанская или московская?
Она казанская. Это Лилия Руфановна Габдуллина. Вот, она приходит на всегда с проверки. Молодая женщина. Вот. Она проверяет нас уже лет 7. Когда поначалу приходила, она же мне делилась, что вот скоро замуж выхожу. Потом замуж не вышла, колечко так не появилось. Вот никто не взял пока. Ей тяжело и грустно, она одна. По-человечески можно понять, тоскливо ей живет. Вот она вот в этом. Она майор прокуратуры. У вас там физрук какой-нибудь есть, да? Она старший помощник прокурора района. По каким делам не знаю, старший помощник прокурора Ракитовского района. Причем вот есть несколько прокуроров, чьи фамилии я постепенно выучил. Вот это Лилия Габдуллина. Она татарка. Есть русский, первый заместитель прокурора города Сергей Урванцев. У него другая причина. Если у той, наверное, тоже замуж не вышла, то у этого причина, что он нашего ребенка к нам привел, он к нам не поступил. Если бы он приходил, он бы поступил. Но мне был звонок с прокуратуры: возьмите, пожалуйста, сына зампрокурора города Сергея Урванцева. Вот. Мы на звонки не реагируем. Вот. Я сказал: представьте, пожалуйста, вам недостаточно звонил с прокуратуры города? Мне не представились. Ну, ребенок пришел, ушел, слабенький ребенок. Повторяю, если бы он приходил 5 раз, у меня много поступает разных сил детей. Мы берем к себе не самых умных, а тем, кому очень надо. У меня школа называется «Школа для интеллектуально увлеченных детей». Когда у ребенка от «хочу» до «могу» преодолимое, у взрослого не всегда. Вы знаете, из Рядовских есть там графоманы, которые до 50 лет стихи пишут и думают, что они талантливые. И взрослый может не стать талантливым поэтом. А если ребеночек хочет чего-нибудь, он всегда может добиться этого. Так вот я еще раз говорю, когда ребенок что-то хочет, вот этот ребенка мама привела, маму увела. А папа обиделся, и очень много бумаг приходит ко мне: допустим, Сергей Урванцев, какая школа плохая, какой директор плохой. То есть такие вот люди вот есть. Я про хороших людей скажу. На одном из дел, когда мы, по-моему, тоже защищали, мы просили вызвать свидетелем о том, что какие нарушения допустила прокуратура, придя в ноябре в школу, как вверх дном все подымала. Просили вызвать человека из комиссии, которая приходила, которая отказалась подписать составленный акт. Она татарка, кстати. Так вот, оказывается, эту сотрудницу Роспотребнадзора по предписанию прокуратуры наказали дисциплинарно, понимаете, за ее отказ подписать этот акт. И это прокурор не постеснялся в суде сказать. А знаете, почему, наверное, она отказалась? Это гипотеза, может быть, не поэтому. Значит, когда прокурор района вот, Лилия Габдуллина ходила всюду, открывала быстро-быстро дверь в мужской туалет, чтобы проверить, если там бумага, не постучав туда, да, она поднялась в интернат, там, где девочки живут. Вот, поднялась в интернат и начала фотографировать все. Девочки, они, к сожалению, у нас обычные дети, у них вещи были кое-где разбросаны, и про общение были там трусики где-то, лифчики, у девочки, десятиклассницы, и она это фотографировала. Это нарушение Конституции, в жилье входить нельзя. Ну так вот, и вот эти работники Роспотребнадзора отказались входить в это помещение. То есть вот, это отдельная история, надо подать отдельно уголовное нарушение. Но просто у нас сил не хватает на все на свете подать. Вот все мы в силах, то делаем. На это тоже надо обжаловать еще. У нас много дел, а нарушений допущенными гигантское количество. Она даже не отказывала, фотографировала. Я, говорит, только так общий план фотографировала. Хотя она даже входить не имела права в жилье. Это жилье. У нас официальный интернат, там живут официальные девочки. Слева комната девочка, справа комната мальчик. И вот она туда вошла, фотографировала эти личные вещи. А вот вы всегда в тюбетейке ходите, вам как говорят, салям алейкум, Я не всегда в тюбетейке хожу. Я хожу в тюбетейке в суд и пришел на ваше собрание. Просто я считаю, что это вот как бы степень моего уважения к тому, что вот сейчас происходит. Это вот так же, как я однажды написал пост, который там, по-моему, перепостил сотни людей, вот, о том, что мне впору ходить с табличкой «Я татарин». Потому что я считаю, что происходит унизительная процедура. Понимаете? Меня то, чему научили мои папа и мама, то, что нельзя унижать людей, прежде всего. Знаете, у меня был учитель, у меня два учителя было по жизни. Это Валентина Северовна Сочнева, она директор школы «Квант», ей 80 лет, она жива, слава богу. Вот. И Александр Научович Тубельский, он в Москве, директор 734 школы, который умер в 2007 году. И однажды он мне сказал такую фразу. Вот когда, говорит, есть какой-то конфликт, проблема между взрослым и ребенком, я всегда буду рядом с ребенком. Ну, я ему говорю: Александр Научович, мне уже лет 40, то есть я уже лет 35, взрослый человек. А что, а если ребенок не прав? Мы же понимаем, что ребенок может быть неправ, может он урок прогулять, опоздать куда-то, словом плохим назвать. А Александр Научович говорит: а он же маленький. Понимаете? То есть это не означает, что он прав. Вот в конфликте того, кто бьет и у кого есть сила, и в того, кого бьют,
Вот, и поэтому я здесь сейчас с вами, понимаете? Я не могу сказать, что для меня татарский язык важнее физики, понимаете? Я люблю и татарский язык, и русский язык, и физику, но для меня очень важно, что с татарами сейчас поступают подло. Это некрасиво. Я как честный человек, я считаю, что меня воспитывали прежде всего честность. Я детей воспитываю, чтобы для них... Знаете, у меня есть друг, Наиль Базаров-Фритонов. Мы с ним, он татарин, учитель физики. Мы в 98 году, когда меня еще не выгнали тогда из России, меня в 2000 выгнали, в 2011 вернули. Когда меня не выгнали, мы создали первый в республике класс преподавания всех предметов на татарском языке. Тогда был такой подъем, мы его создали, Горанов у него денег не нашло, и люди 2 месяца бесплатно работали, но потом нашли деньги. И вот он вел физику на татарском, он свободно, он сам из деревни какой-то там, талантливейший физик. И у него есть такая коронная фраза, что я, во-первых, человек, и лишь там в 15-х я татарин. Хотя он свободный, говорит, по-татарски, он вел физику на татарском языке. Так вот я тоже, я, во-первых, человек, и где-то лишь потом я русский. Я люблю русский язык. Я уважаю, глубоко люблю мою маму и бабушку. Но, во-первых, я человек. И я надеюсь, что каждый раз, во-первых, человек. Что, и вот тут еще последняя фраза, потому что я стою уже долго. Вот, священник Александр Мейн сказал какую-то такую фразу, он тоже, наверное, откуда-то повторил, что на земле у нас тут сплошь и рядом заборы стоят. Но наши заборы до Всевышнего не доходят. То есть вот оттуда сверху он к всем приходит. То есть вот это вот очень существенная вещь. Вот то, почему я в Тюбетейке сейчас. Потому что я считаю, что то, что происходит, оно некрасиво и плохо. Я не могу с этим мириться. С другой стороны, когда, конечно, татарин при мне сказать, ты русский, потому ты идиот, я скажу, татарин не прав. То есть в любом случае, но вот в ситуации, когда вот целый народ унижают народ, можно бороться с отдельным преступником, с отдельным человеком, нельзя бороться с народом. Это вообще нельзя, вот это происходит. Хотелось бы небольшое, скажем, литературное отступление. У нас сегодня в гостях молодой поэт Фаниль Гилязов. Он сейчас расскажет стихотворение «Хватмадлар», не вернулись. Это про тех татарских иммигрантов, которые уехали в разные годы в другие страны и, к сожалению, не вернулись. И даже сегодня они вроде бы официально хотя вернулись тоже из Хаки, но, к сожалению, они сегодня не ко двору. Вот опять тот же Садри Максуди, великий политик, который был депутатом Государственной Думы Российской, да, Первой Российской империи, который был депутатом Турецкой Республики, который многое сделал для тюркских народов. Сегодня у него 140-летний юбилей, например, в этом году, но, к сожалению, тоже не отмечается никаким образом. Первый создатель первого татарской энциклопедии, брат Садри Максуди, Ахмад Хади Максуди, который начал издавать одну из первых еженедельных газет «Юлдус», это еще в начале 20 века, отмечает 150-летний юбилей. Но, к сожалению, мы не слышим каких-либо мероприятий, посвященных этому человеку. По сути дела, первая татарская энциклопедия — это достаточно крутое явление, на самом деле, для своего периода. И вот посвященное этим всем личностям, небольшое стихотворение, Фаниль Рахимит. Джамаат, тынычлык. Türklerin atası var, bizden kayıta almadı şu halkına. Ata satışçılar az bulmadı, vatan takkan meslek hakkına. Meslekleri için atalarını divarlarga direk attılar, kulaklarga yapıp çürüttüler. Düşman isimleri taktılar. Ata birev idi, hem ol ata kızgatmadık hiçbir balasın. Millet ataları Sibir gitti, ceset gitti, sürgün dalasın. Ceset gitti, Sibir dalasın. Uksuz millet balaları ulşar, küp kimirdi, kıyın küsegin, yetimlengen sayın milletimnin tübeneye yatırdı düşemi. Baş halkına millet ataları katıldılar, kaçıp şehit jirge. Ümit bilen ömür sürdalar. Bir kaytırmız deyip kırıldı. Kırvatanga kaytam deyip alar can attılar, akıl koydular. Maksatlarının hak kıymet idi. Tuğanların neslini cuydular, kaytmadılar. Kindik kanı tamgan tufrak cesetlerin kümmedi. Millet kine tügün, yetim kaldı millet atasının pilegi. Ata sözü kayıttı çırlar aşağı. Bir amenet bulup vatanga
милләт рухы булган аталарны кайтарырга татарга. Действительно, нужно возвращать наших лидеров, возвращать наших отцов. И сегодняшний вечер как бы задумывался как поддержка вот вам лично, потому что я считаю, что вы гордость нашего народа, вы тот символ объединения, который поможет, скажем так, нам выстоять именно в этой непростой ситуации, потому что много татар вдохновились вашим примером. Это я вот сколько с людьми общаюсь, они говорят, какой молодец Павел Шмаков, какой вот настоящий пример гордости, настоящий пример силы духа на самом деле. И поэтому нам очень приятно, что вы сегодня с нами находитесь, сегодня мы с вами имеем такую возможность приятно общаться и хотим искренне вас поблагодарить. И мы, конечно, вас поддержим и в будущем, да, то есть, и, иншаллах, и на суды будем ходить. И вообще, то есть, мы должны, я считаю, постоянно дружить, общаться. И я думаю, как вы правильно сказали, придет то время, когда справедливость все-таки восторжествует, когда все-таки мы будем не задумываться над тем вопросом, почему мы должны писать заявление о том, что учить родной язык. Это просто в голове как-то не умещается на самом деле. И я думаю, все будет у нас, иншаллах, хорошо. Главное, мы должны в первую очередь быть смелыми, как вы, и трудиться, просвещать людей, просвещать наш народ, как вот, путем газет, различных мероприятий. Сейчас я предлагаю вместе сделать общее фото, а потом уже в неформальной обстановке продолжить общение. Разрешите я еще, пока мы шумно не начали общаться, вот, ну, не предполагал, что у вас литературное будет еще вступление, обращение. Я в свое время тоже начал задумываться о судьбе татарского народа, татарского языка. Я вот, к сожалению, тот татарин, который детство провел не в Татарстане, и поэтому не захватил этот татарский язык, его не впитал достаточно, да, чтобы на нем свободно говорить, но начал давно уже об этом думать, и в 2009 году я языку, татарскому языку, посвятил стихотворение. Вот. Я его хочу тоже вам прочитать, оно на русском написано, но посвящено татарскому языку. Ну, просто на всякий случай взял, я подумал, может быть, действительно будет интересно. Давайте с удовольствием послушаем. В дни смятения и тревоги, весь в работе и в дороге, я душой к тебе приник, музыкальный мой родник. Ты утешил лаской разум, в сказку обернул все разом, в сердце ручейком проник, драгоценный мой родник. Я забылся, как ребенок, стал беспечен, весел, тонок, расплескался морем вмиг, животворный мой родник. Я расправил свои плечи, твои речи меня лечат. Кто добро твое постиг, станет нравственно велик, чистый, искренний родник. Ты, татарский, мой язык. Спасибо. Рамиль, можно пойти? А Хазар, айдеңіз вместе выйдем фотографировать. Ашмайынды? Ает, сразу берегіз. Рамиль, я присутствую во всех судах. И вот на что я обратил внимание. У вас там есть преподаватель татарского языка. У них же, по-моему, есть права, у них нарушены права на профессиональность. Я имею в виду 17 часов у них полагается, по-моему, ходить. 18. Да. Нельзя ли его использовать в помощь вам? А то вы, Павел Шмаков, как-то... Понимаете, а у нас учителя имеют такую же нагрузку, которую имели. И часы не умеют. Мы их защитили. Как раз, что мы добились, вот не успел сказать Рамиль Шавкатович, какие были наши цели? Наши цели были, чтобы мы спокойно доработали год, чтобы мы, учителя работали все с той же нагрузкой, и этой цели мы добились. Другое дело, что мы добавили 600 часов русского языка. Мы где-то некоторые часы татарского перевели в кружковые, но мы смогли, имея долгое время, уговорить всех детей туда ходить. У нас все дети ходят на эти кружки в дневное время. Хотя у меня проблема с вечерним временем, а в днем у меня нет проблем. У меня все сохранено.
Некоторые дети поначалу не ходили на некоторые кружки, а теперь ходят, мы сумели их уходить. Но на этом не нужно было время. От нас требовали немедленно это сделать. Если бы мы сделали это немедленно, через без скандала, как в других школах. А мы медленно и спокойно все это делали. Мы не проводили никаких собраний. Ко мне приходили люди, мы всем все объясняли спокойно. Всем объясняли, что мы делаем и зачем мы это делаем. И так как при этом у нас в школе все хорошо, дети любят ходить в нашу школу, то родители, даже те, кто были против, они не пишут нам заявлений. Они никуда на нас не жалуются. У нас есть всего одно заявление. И то не против татарского, но там заодно уж там против татарского языка, потому что там папа развелся с мамой, мама к нам дочку привела, а папа с мамой расстался. Так он сердится на маму и заодно на школу. Вот только такое заявление было. Но оно по-человечески понятно, но с кем не бывает.